Лукашенко признался, что боится карыстацца мобильным телефоном и амаль ім не карыстаецца. Ці тебе, Каміль, як аналітыка, які сочыць за беларускай палітыкай, здзівіла заява Лукашэнкі про тое, што он не карыстаецца мобильным телефоном? И я не особо удивлен этим заявлением. Лукашенко – это человек советской закалки, воспитан еще в советских ценностях. Большинство его взрослой жизни прошло в Советском Союзе и в 90-х годах, когда мобильные телефоны были только что новинкой. Они выглядели как маленькие чемоданчики, потом как такие переносные ящики, коробки, и не были совсем удобны. Это не поколение смартфонов, айфонов. Это во-первых. А во-вторых, конечно, подключаются тоже разные обсессии, фобии, типичные для диктатора, особенно для диктатора позднего времени, который уже правит 30 лет почти. Да. Но это так получается, что он просто опасается всего и везде видит какие-то заговоры, какие-то попытки его свергнуть или ослабить его позиции. Так, вось ён дэталізаваў сваю абсесію, кажучы пра тое, што, цытата, мабільны тэлефон – гэта кантроль за вами кожную секунду. Па гэтым тэлефоне можна знішчыць кожную асобу. Як ты думаешь, чаму он так пагрозліва кажа про то, што праз тэлефон могуць знішчыць? Он што мае на ўвазе? Што ракету нейкую наведуць? Ці што? Бо падобныя прыклады былі, калі праз спадарожнікавы тэлефон навялі ракету расейцы, по-мойму, на Джахара Дудаева, так, на проводыра Ичкерии. Да, но это совершенно другая судьба и, так сказать, карьера. Хотя с печальным финалом. Дудаев, ну, это был враг России, враг Кремля, воевал с Россией. Лукашенко, как я понимаю, может, я чего-то не знаю, но не готовит восстание или войну с Россией. Наоборот, сохраняет лояльность и является одним из главных союзников Путина. Это просто его эмоции, его ощущения, его фобии. Я не думаю, что здесь кроется какой-то конкретный заговор, что Тертель настолько уже отошел от реальности. Там не все хорошо, но я не думаю, что настолько плохо, чтобы положил на стол Лукашенко папку с какой-то концепцией, тайной информации про то, что кто-то готовит покушение на него. Но не думаю, что дело уже дошло до такой степени. А вось увогуле абставіны таго, як ён гэта агучыў пра гэты мабільны телефон. Рабочий на заводзе BLG, там, дзе складаюць кітайскія аўтамабілі, ён так крыху сарамліва, ну явно было бачна, што яго падрыхтавалі. Он задаў пытанне, як абараніць дзяцей ад небяспечных контенту ў інтэрнэце, так. Вось. На твою думку, чаму нагул вось тыя людзі, которые рэжысіруюць такія сустрэчы Лукашэнкі з рабочымі, яны падсунулі такое пытанне? Это што значыць, рыхтуецца нейкія абмежаванні контенту в інтэрнэце, не ведаю, блакаду Ютуба ці штосьці яшчэ вось на фоне выбараў будучых? Такой вопрос это уже другое дело. Это не ракета, это какие-то фобии, фантастика, а это уже конкретная угроза. Белорусские власти изучают до сих пор, мне так кажется, опыт 2020 года. Там действительно мобильные телефоны, интернет, VPN, всякие телеграммы сыграли очень, очень важную роль. И они это понимают, Глубокий это понимает своим образом, конечно, своеобразно, но понимает КГБ, другие структуры, ОАЦ, который занимается интернетом, и делают выводы. Я думаю, что такой вопрос был, конечно, частью какого-то плана. Это типично для белорусской пропаганды, чтобы вопрос шел от народа, от простого человека. Ну, конечно, вопрос был подготовлен. И действительно могут быть какие-то дополнительные новые ограничения. Ведь маховик репрессий, он все равно работает, не останавливается, и выборы напрягают Лукашенко. Может, не настолько эти парламентские, хотя тоже, но это лишь репетиция. А главным вопросом, конечно, будут президентские выборы, возможно, в будущем году или в конце этого года. Да. Калі ты уже закрануў прэзідэнцкія выборы і парламенцкія выборы, якія будуць да таго, і на фоне гэтага выборы прэзідэнцкія ў Расіі, я заўсёды кажу, што перед Лукашенко не 2, а 3 выбарчыя кампаніі, бо і пуцінская таксама. Так.
Тому що позиція Лукашенка залежить же від позиції Росії. Ну, наприклад, на війні за год можеш різні речі відбитися, так, до виборів у Білорусі. На твою думку, що найбільше напружує, що найбільше непокоїть Лукашенку ось в ближайший год-полтора перед президентскими выборами? Какие проблемы его турбуют? Я думаю, что вопреки тому, что он говорит про какие-то попытки расшатать обстановку в Беларуси, конечно, Польша, по его мнению, над этим работает. Мы, как всегда, являемся главным врагом. Или Балты, тоже балтийские страны, США, конечно, как же без США. Но, несмотря на все эти заявления, Лукашенко прежде всего боится, что не получится достичь компромисса с Путиным. Мне кажется, что там портится между лидерами двух государств. Они с сентября не встречались с глазу на глаз в таких нормальных, спокойных условиях, чтобы поговорить больше полчаса или часа, как раньше бывало. Наверное, часть наших зрителей помнит эту сцену жалостную, когда Лукашенко вспрыгнул в кортеж Путина в ноябре в конце саммита ОДКБ, когда Путин уже направлялся в аэропорт Минск-2, и вот тут вдруг Лукашенко вспрыгивает в этот кортеж и пытается провести переговоры по дороге в аэропорт. Я думаю, что это очень хорошо показывает состояние отношений между ними. Мы знаем, что будет Высший Государственный Совет в ближайшее время, или, возможно, завтра. И это тоже будет хороший пример, который нам покажет, насколько они способны сейчас разговаривать спокойно и долго, обсуждать разные вопросы, или эта напряженность, которую они пытаются спрятать, но очень неудачно, она сохраняется. По-моему, главной темой является вопрос транзита власти. Возможно, Путин недоволен планом, который, я подозреваю, есть, что Лукашенко будет одновременно главой ВНС, этого Всебелорусского народного собрания, и президентом Беларуси, который будет опять переизбран в будущем году. Возможно, у Путина есть другое мнение на этот счет. Ага, то есть, магчыма, у іх рознае бачанне таго, як павінны выглядаць кантроль за ўладай у Беларусі. Ну, мне здаецца, што да нейкага моманту яны думалі, прынамсі выглядала гэта адносна падобна, што Лукашенко ўжо пагадзіўся на нейкую форму транзіту ўлады, і гэта задавальняла Маскву. Але вось некалькі тыдняў назад Лукашенко, пасля таго, як Путін заявіў, што ён ідзе на выбары, Лукашенко таксама заявіў, што ён ідзе на выбары. Раней ён такіх заяваў не рабіў. Зразумела, што ўсё гэта закулісная палітыка, это не дэмакратычная дзяржава, і мы не ведаем, што адбываецца. Гэта не паказваюць, як в Польшы, так, сеем онлайн. Але тым не менш, вось наколькі сур'ёзна для Лукашэнкі, для ягонай будучыні тое, што Путін можа мець іншае бачанне, што ён хацеў бы, каб Лукашенко не павялічваў сваю ўладу, але наадварот яе, так бы мовіць, падзяліўся ёй з Масквой. Вот, неяк так. Ходят слухи о том, они в свое время были довольно популярными, что еще в 2020 году в Сочи, в сентябре, Лукашенко Путину обещал, что не пойдет на очередной срок в 2025 году. Я не совсем уверен, что это так, но возможно. Россия действительно потом ожидала конституционной реформы, и она получилась совершенно другой, чем Россия ожидала. Путин тогда вроде бы смирился, но я думаю, что он ничего не забыл. Человек мстительный и памятливый, как тоже и Лукашенко. Случай Пригожина тоже нам очень печально, резко показывает, насколько все серьезно с Путиным. Конечно, я не думаю о том, что будет покушение на Лукашенко. Хіба што ён скарыстаецца мабільным тэлефонам і хтосьці адправіць ракету по гэтаму мобільніку, ну тады іншая справа. Да, ну тогда будем иметь маленькую Чечню или большую Чечню в Беларуси. Но это уже фантастика. Пока я не вижу предпосылок в таком направлении. Тут немножко просто пошутил. Но серьезный вопрос в том, что идет дискуссия. Я не сомневаюсь, что они обсуждают этот вопрос, что он вызывает эмоции. Лукашенко человек очень привязан к власти. Путин, наверное, это тоже понимает, он тоже так и привязан, но он сильнее, а Лукашенко слабее, это несомнительно. И Лукашенко завязан на Россию, он это понимает, нервничает. И я думаю, что в ближайшие месяцы у нас будет довольно интересная картина отношений между ними и дискуссий между ними.
Возможно, компромиссным путем будет такое решение, что какая-то фигура лояльна Лукашенко и Путину пойдет на выборы, не знаю, Качанова или другое лицо, или кто-то другой станет председателем ВНС. Просто не сбудется этот план максимум Лукашенко, чтобы совмещать эти два поста. И Тобто Путін може хотіти перешкодити Лукашенку у реалізації плана максимума, як ти говориш, так? Тобто думаю, і что Всевелорусский народный сход, и президентская посада. Думаю, что есть такой вариант. Зависимость Лукашенко и Беларуси как страны от России, она беспрецедентная. И у Путина все козыри есть. Но тоже не надо уже так сразу стопроцентно списывать Лукашенко уже совсем. Он не раз нас уже удивил, насколько ему там все получается. Но сейчас просто его позиция очень слабая так, как еще никогда не бывало. Каб вось гэтую частку пра дачыненні з Пуціным скончыць, я толькі працытую ягоныя словы, Лукашэнкі словы. На днях ён сустрэўся з спадаром Мезенцевым, гэта дзяржаўны сакратар саюзнай дзяржавы, кадзюная пасада. І Мезенцев наведаў Лукашенко, і Лукашенко яму заявіў: размова будзе сур'ёзная, прынцыповая. Это ён казаў пра будучае паседжанне найвышэйшай дзяржаўнай рады Саюзу Расіі і Беларусі. Ну, пачакаем, недоўга засталося. Думаю, будзе па эмоцыях зразумела, што там адбывалася. Лукашенко таксама вельмі пільна глядзіць на заходнія межы, то што там адбываецца ў палякаў, у літоўцаў, так. І вось нядаўна ён сустрэўся з вайскоўцамі, з Вальфовичем, генералом Вальфовичем, міністром обороны Хреніным і старшынём памежнага камітэту. Гэта тычылася аховы межы, падпісання дакумента рутіннага. І тут Лукашенко зрабіў досыць такую цікавую, дзіўнаватую заяву. Я нават дазволю себе працытаваць, думаю, што гэта вельмі важна. І старшыня памежнага камітэту заявіў: памежную тэрыторыю Літвы выкарыстоўваюць для дыслакацыі войскаў ЗША і Нямецчыны. Это ён на спатканні з Лукашенком сказаў, дакладваючы, так? І Лукашенко падпытаў яго, перапытаў: то бок, акрамя памежнікаў, яны прыцягнулі туды ўзброеныя сілы і Латвія, і Літва, у тым ліку замежныя. І гэты старшыня камітэту памежнік гаворыць: асабліва Літва, таварыш прэзідэнт. І Лукашенко заканчивае гэта: ваенным трэба трымаць іх у прыцэле. І это досыць дзіўна гучыць, таму што от 2017 года в 3 балтыйскіх дзяржавах і в Польшы размешчаны дадатковыя сілы НАТО, невялікія сілы, у адказ на агрэсію Расіі супраць Украіны, так, яшчэ гібридную агрэсію. Акрамя гэтага, амерыканцы размяшчаюць свае сілы асобна на двухбаковым базе в рамках білатэральных адносінаў з Літвой. І Лукашенко ў 2024 годзе, амаль 3 гады ад пачатку міграцыйнага крызіса, які ён сам жа і пачаў, здзіўляецца, што літоўцы размяшчаюць свае войскі на межы, бо памежнікаў не хапае лавіць мігрантаў, а ЗША і Нямецчына таксама перакідуць войскі. Як ты думаеш, чаму вот гэта здзіўленне ягонае шчырае, ён сапраўды не ведаў, забыў, яго не паінфармавалі, што ўжо некалькі гадоў размяшчаюць і немцы, і амерыканцы свае войскі в Польшы, в Літве. Невялікія сілы, якія не пагражаюць Лукашенку. Но не можа 500 амерыканскіх жаўнераў захапіць Беларусь, правда? Ну гэта абсурд. Это толькі для обороны. Ці што гэта? Ці гэта інше? Ці гэта нейкае шоу такое на показ, маўляў, вот он во все детали вникае, все разумее? Я внимательно посмотрел это видео, присмотрелся к выражению лица Лукашенко. Удивления там не нашел. Для меня это постановка. Это просто инсценизация, типичная для Лукашенко. Он хорошо знал все эти угрозы и все эти информации от военных получил раньше. Это была постановка для простого народа, что Лукашенко бдительно, с заботой смотрит на все эти вопросы, принимает во внимание все факторы, заботится о стране, о гражданах и безопасности и раздает разные указания и приказы военным, как главнокомандующий, да, Белорусской армии, без, кстати, никакого офицерского чина. Все уже давно смеялись, что на его форме нет никаких таких формальных знаков военного ранга. Но это главнокомандующий и достаточно, президент. Конечно, о всех этих вопросах он знает, что там есть американские войска, показывает это, чтобы вот показаться опять бдительным и сильным президентом. І ён заявіў таксама між іншага падчас сустрэчы з сілавікамі, што Беларусь гатовая аднавіць прагматычны дыялог з НАТО.
Так? Гэта была гаворка пры абмеркаванні дэталяў новай ваеннай дактрыны і новай канцэпцыі нацыянальнай бяспекі. Што цікава, гэтую дактрыну і канцэпцыю нацыянальнай бяспекі прымаюць таксама ў 24 годзе. Упершыню з 2016 года яна абнаўляе. То бок ужо 2 гады амаль ідзе вайна. Ядровая зброя на Беларусі ўжо нібыта ёсць. І вот толькі цяпер яны яе абнаўляюць. А да чаго вось гэта заява пра прагматычны дыялог з НАТО была? Гэта што значыць? Што мы б хацелі з вамі размаўляць, а мы не хочам ваяваць? Не трэба высылаць на мой мабільны тэлефон ракету? Ну, груба кажучы, так пажартуем трохі, да? Што гэта за месседж быў? Месседж, как всегда. Я самый мирный президент в мире, самый хороший, вы меня обижаете, вводите санкции, не хотите разговаривать и вообще затеваете опять что-то против меня. Это известная нам шарманка, которая повторяется как минимум раз в квартал, ежеквартально, как минимум, бывает и чаще. Я напомню, что после наших парламентских выборов Лукашенко вдруг заявил, что, возможно, откроем новую страницу в отношениях с Польшей. Дональд Туск начнет диалог с нами. Потом через 2 недели он как бы понял, что это невозможно, что претензии к нему, оправданные претензии по правам человека и так далее, по демократии, они сохраняются, санкции сохраняются. И вдруг раскрыл нам большую тайну, что Туск и Качинский – это одна сволочь. Они не хотят разговаривать. Один проамериканский, а другой проевропейский. Что с ними делать? Ничего не сделаем. Это тоже для того, чтобы перебросить всю вину, ответственность на нас, на Запад. Он предлагает, а мы эти предложения не принимаем. Но Лукашенко потом уже не затрудняется в том, чтобы объяснить народу, почему мы не принимаем его так называемые предложения. Это уже никого не волнует. Тым больш, што прагматычны дыялог – это досыць складаная штука на фоне таго, што афіцыйна паводле дакументаў НАТО і все дзяржавы пагадзіліся на гэта на самітах і ў Вільні, і ў Мадрыдзе, Беларусь з'яўляецца суагрэсарам у вайне супраць Украіны. Які можа быць прагматычны дыялог суагрэсара? Хай сабе і беларускае войско не ўдзельнічае ў вайне, і ракеты не ляцяць. Але фармальна рэжым Лукашэнкі з'яўляецца яшчэ. Мае такі статус. Трэба пазбавіцца ад гэтага статуса. Каміль, у нас памалу заканчваецца час, і хацеў бы задаць літаральна адно ці два пытанні. Лукашенка, нягледзячы на свае заявы, што ён хацеў бы прагматычнага дыялогу, там, ці дамовіцца з новым урадам у Польшы, ён страціў вось гэтыя геапалітычныя арэлі, геапалітычную такую магчымасць балансаваць, крыху хаця б дэманстратыўна, так, робячы рэверансы на захад, і такім чынам ён не можа як бы выкарыстоўваць гэты аргумент у Маскве, што калі не будзеце са мной сябраваць, то я пайду на захад, так? Гэта ўжо немагчыма. Вось на гэтым фоне, што ў яго застаецца яшчэ з аргументаў, з козыряў, які ён можа выкарыстаць у бліжэйшыя месяцы, которые будуць цяжкімі для Лукашэнкі, пра што ты гаворыш раней, пасля пуцінскіх выбараў, так, падчас вайны, которая зацягваецца, і гэта вайна не ідзе у добрым для Расіі накірунку, ситуация патовая, и перед выборами своими, которые прыкладна праз 1,5 гады будуць. Вось што ў яго ёсць, што ён можа яшчэ выкарыстаць у размовах с Путиным? Я думаю, что немного. Возможно, он даже не допускает, не берет в голову такую мысль, что единственным фактором, который поддерживает, сохраняет независимость Беларуси, не является уже он. Это уже прошлое. Это было до 2020 года. Он является угрозой для этого суверенитета, я бы даже так сказал. А единственным фактором, который поддерживает, сохраняет независимость Беларуси, ну, скорее всего, больше формальную, чем естественную, реальную независимость, это Путин. Может, это звучит парадоксально, обидно, печально и так далее, но Путин нуждается в союзнике, в отдельном президенте, который посещает Москву, Сочи или Питер, обнимает или не обнимает, но в последнее время этих объятий может меньше, но все равно не спорит публично, который поддерживает антизападную риторику, поддерживает Россию в этой войне, помогает, обеспечивает свою территорию и так далее, и так далее. Видимость союза, союзной страны, союзной Беларуси сохраняет Лукашенко и независимость Беларуси. По-моему, это так.
А Лукашенко пытается, конечно, играть, он пытается усиливать свои позиции своими путешествиями по Африке и встречами с разными экзотическими гостями из Южной Америки, Африки, Азии и так далее. Съездил тоже в Китай, слетал в начале декабря, много этого. Но, по сути, это не является противовесом. Все равно остается Путин за спиной или перед глазами, в зависимости от ситуации, обстановки, который является главным фактором существования Беларуси. Мотивация Путина циничная, и поэтому позиция Беларуси тоже очень зыбкая. Лукашенко довел до такой ситуации, к сожалению. 70%, около 70% товарозворота знешняга Беларусі приходится на Россию. Да, 2020 года эта лічба была значно меньшая. Каміль, вялікі дзякуй за твою аналітику, за твой час, за інтерв'ю. Всього доброго, до побачення. Ja, dobra.